через некоторое время, вот как Алексей сказал, 240 его учеников вырастут. В этом году выпускают 72 ребенка, в следующем году еще столько, дальше. И реально, у нас сегодня уже есть. Я недавно встречался с председателем правительства нашей страны, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и мы с ним начали разговаривать о развитии Якутии. Причем Якутии не сырьевой, Якутии интеллектуальной. И вот я ему говорю: Дмитрий Анатольевич, а вы знаете, что у нас мобильное приложение InDriver, предназначенное вот для заказа машин, для поездок по городам, занимает сегодня 3-е место в стране. Он мне не поверил. Он просил все у себя посмотреть, так? Ну, я говорю, не знаете, ну, конечно, 3-е место. У нас есть компания Python, игры, которые входят в 20-ку игр на iPad на рынке Соединенных Штатов Америки. Ну и так далее, и так далее. Вот. В общем, я его достаточно серьезно впечатлил именно успехами нашей IT-индустрии. Настоящим и будущим. Вот. Но для того, чтобы эти успехи были постоянными, чтобы они шли дальше и дальше, чтобы у нас ни одна Python, ни один CD здесь в Якутске развивались, а их было десятки, а если получится много десятков, нам нужны, конечно, кадры. Кадры мы, конечно, должны привлекать и извне республики, они нам абсолютно нужны в этом направлении. Мы должны использовать те кадры, которые сегодня у нас есть, и, конечно же, мы должны вкладывать своих детей, чтобы наши дети выросли конкурентоспособными детьми, которые могут и умеют работать уже, не просто умеют работать на компьютерах. Я считаю, что это просто сегодня уже такая же необходимость для человека, как просто кушать, пить и читать, а уже могли бы создавать такие продукты. Мы, когда я еще работал в городе, мы Алексея поддержали, мы приняли решение уже субсидировать часть арендной платы ему. Более того, мы счастливы, как исполняющий обязанности главы Алексея. Да, я могу сказать, что я переговорил с руководством нашего города, с Министерством образования, и мы обязательно сделаем проект, чтобы масштабировать эту школу, чтобы у нас была не одна школа, а их было много. Чтобы как в школах у нас обучалось 240, так, а 2400 детей, так? Ну, дай Бог, еще больше. Так? И я уверен, в этом случае, конечно, количество будет переходить в качество. Я уверен, что так и будет. Вспомните якутское кино, над ним тоже все смеялись, когда мы рассказывали, что у нас, да, мы крутые, у нас скоро будут фильмы, достойные международных кинофестивалей, там абсолютно никто не верит. Вот прошло несколько лет, и сегодня якутское кино – это флагман российского кинематографа. И не только российского, а международного. То же самое будет с океанами. Поэтому, Алексей, большое спасибо. Спасибо ребятам за те программы, которые они написали. Я уверен, что у тех детей, которые вот уже в таком возрасте умеют вот такие вещи делать, прекрасное будущее. А мы им поможем. Спасибо.